Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – разговоры о вас за спиной. Кто и что о вас говорит. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику, ваши энергии. Кто вы, кто пришел на расклад. Здесь показывают женщину, которая заботится сама о себе, о своей жизни. Вам интересно, да, у вас есть любопытство, интерес, как кто поживает, узнать какие-то новости, но в принципе, в целом, да, вот для вас это как новостная какая-то лента, вы заботитесь о своей жизни. Вы стараетесь ни в чью жизнь не вмешиваться, не раздавать никому никакие советы, потому что здесь вы боитесь, что вы можете потом быть врагом, да, еще, или виноватой. Показывает вас в позиции закрытой, никому особо не доверяю, не рассказываю о своей личной жизни, особо не делюсь своей личной жизнью. Пока все там на рабочих местах обсуждают что-то, кого-то и так далее, да, вы вот сидите себе тихо, чай попиваете. Думайте о себе, о своей жизни. Ну, здесь говорят о том, что вы очень активная такая женщина, и вы любите, когда быстро меняются картинки, не любите сидеть в чем-то одном и том же. Вам постоянно что-то нужно поменять, сделать перестановку, куда-то съездить. Да, вы постоянно в какой-то активности. Также здесь показывают очень такую страстную женщину, которая любит постель, приятные ощущения, эмоции, но опять-таки, да, не просто так, а вот по любви. Вы обязательно должны любить. Здесь еще показывают вашу какую-то такую железную стоечку. Вы вот знаете, через вас вот что только в вас не плюхало, эта жизнь, да, вот вы как-то выстояли. Вы тем самым еще пробивали. Другие бы уже упали. Да, вы вот старались пробивать дорогу еще. Здесь у человека есть достижения в жизни, которыми он гордится. И здесь гордитесь не только вы, здесь, кстати, люди видят ваши достижения, видят, что вы очень хорошо поднялись, хорошо живете, или, в принципе, добились, может быть, какой-то независимости, или вы не зависите от чьего-то мнения, наставничества или потыкания, да, вот вы сама себе в жизни хозяйка. Также вы любите устраивать для себя какие-то такие мини-праздники, делать себе какие-то подарки, радовать себя чему-то. А вот вы знаете, сделав себе подарок, у вас появится еще больше. Поэтому не бойтесь тратить на себя любимую, особенно в первую очередь. Вот так вот. Здесь еще показывают то, что вы сейчас можете быть на перепутье двух дорог. У кого-то может быть какой-то выбор. Или вот ехать, не ехать. А стоит ли мне? Задаетесь каким-то вопросом. Вопрос скоро разрешится. Здесь придет какая-то идея. Может быть, несколько идей. Здесь будут ключевики. Это люди, которые могут вам что-то подсказать. Или, да, это люди могут быть из жизни. Или это могут быть люди через интернет. Да, какая-то информация. Вам точно ясно на все подсветит, подскажет. Даже укажет на какие-то минусы. И вас еще здесь показывают женщины очень привлекательной, но недоступной. Вы привлекательная, вы манящая, вы зазываете, может быть, харизматичная даже, да, вот такая вот внешне вот зазываете к себе, но вы не подпускаете. У вас есть определенная какая-то граница, и эту границу не переходи. Если я красуюсь, то не перед тобой, дорогой мой, да. Это я красуюсь сама перед собой. Я наслаждаюсь собой, я любуюсь собой. Здесь показывает однозначно женщина, которая любит себя. Женщина, которая
уже на ком-то, да, съела собаку, можно так сказать. И она уже вот как-то обращает больше внимания на себя, на свои личные какие-то потребности. Раньше, возможно, вы в чем-то себе, знаете, вот сэкономить или боялись, может быть, чего-то даже купить, да, при ком-то, потому что кто-то будет бухтеть, сидеть над душой. Но вот вы как-то, знаете, сломали именно определенно какую-то такую веточку в себе, да, что вот вы стали делать, что я хочу, что я желаю. Я на этот свет родилась не ради того, чтобы кому-то угождать и быть удобной. Вот здесь неудобная женщина. Здесь женщина такая неординарная. Здесь женщина, которую ты не считаешь наперед все ее действия. Она сама не знает, что она будет делать через 5 минут. Да? У нее через 5 минут могут измениться планы. То есть вы такая, за которой не поспешишь. Вы, знаете, даже иногда вот с легкой руки что-то вот делаете, ныряете вот так вот с головой, но вы вот как-то не боитесь. Здесь обрели какую-то смелость, стержень. А это все именно из-за какой-то вот боли или какого-то поганого или неправильного, нечестного отношения к вам, несправедливого. Поэтому вы стали такая, в какой-то степени даже колкой на язык стали. Вот так. Можете сарказмом так уколоть, что больно будет, словом ударить сильно. Вы умеете вот подцепить в человеке именно больные его какие-то вот качества, скрытые качества. Вот прям в десяточку попасть. Еще показывают, на самом деле, не показывают, а подтверждают карты, да, что у вас на самом деле какое-то перепутье, да, распутье или развилка в жизни сейчас стоит. Вы сейчас планомерно пытаетесь именно это решить вот как-то. Может быть, обращаясь к каким-то специалистам или обращаетесь, может быть, к социальным сетям, да, вот где-то там спрашиваете или ищете информацию. Так, хорошо, если с вами проигрывают, давайте смотреть дальше. Разговоры о вас за спиной. Кто и что о вас говорит. Думайте сейчас только о себе, никого не загадывайте, ни о ком не думайте. Вычистите голову о всех, вот думайте только о себе и о своей жизни. Здесь выходит женщина. Женщина самодовольная такая. Женщина гордая собой. Женщине есть что показать. Есть какие-то достижения, успехи, продвижения в ее жизни. Какие разговоры она вас ведет. То, что вы крепкий орешек, то, что вы к себе лишних не подпустите, что у вас или охрана, или вы себя очень хорошо охраняете. То есть вы какая-то такая сильная, даже не склоняемая, не прогибаемая. Вот как вы решили, так и будет. Здесь я бы даже сказала, эта женщина будет слабее в чем-то вас. Да? Вот внутренне по характеристике слабее. Хоть она такая и пробивная, пробила себе дорогу и все сделала по жизни, но вот что конкретно вашей внутренней силы, она боится или осторожничает с вами. Женщина здесь говорит о том, что вы благодаря своему труду, усилиям каким-то в жизни всего пробиваете. Притом здесь есть легкие пути, но вы вот как-то идете сложным или выбираете для себя что-то сложное. Это может быть женщина или из близкого вашего окружения, родственного окружения, или у кого-то вот прям близко с ней трётесь, да, можно так сказать, на работе где-то или подруга, может быть. Но она вот говорит о том, что вы всегда выбираете сложные пути. Хотя можно это обойти, решить это легче. Но вы вот как решили, так оно и будет, да, вы непробиваемая. Вот об этом идет разговор. Вот сейчас вы во что-то уперты, а она вот доказывает кому-то именно обратную сторону. Зачем? Зачем она это делает? Да, ведь есть путь легче, или вот так лучше. Нет же, вы все равно взваливаете и несете. Нет же, какая вы упертая. Вы знаете, вы очень сильно влияете на данную женщину, когда вы с ней появляетесь вместе где-то, да, или общаетесь, входите в диалог, у нее появляется какая-то мотивация что-то делать.
Какие-то трансформации, изменения в ее жизни происходят, причем в лучшую сторону. Она чувствует, что это от вас идет. Она чувствует, что вы ее в чем-то заряжаете, да, вот как спонсор, донор там, и так далее, энергии. Но я не вижу, что вы тратите, да, она чувствует, что вот, смотря даже на вас, она вот именно смотивирована чем-то, да, хочется ей делать, хочется двигаться, хочется жить. Но я бы так сказала, здесь положительные идут стороны. В чем-то даже она за вас переживает. Ну почему же вы выбираете сложные пути? Да, вот этот вопрос ее интересует. Почему вы не обойдете это как-то легче? Или вы работаете на сложной работе, а всего лишь навсего нужно, да, нанять сотрудника или, может быть, воспользоваться, да, какими-то еще подсказками. Ну вот просто вы нет же прете. Хочется сказать так, что вы думали велосипед, а вы сидите и пытаетесь его выдумать. Вот она об этом говорит. Хорошо. В целом есть чувство даже ревности, да, вот какой-то вас к кому-то, да, или доказательство того, что вы лучшие подруги, больше у нее нету. Да, вот только вы. И она не хочет около вас еще кого-то видеть. Здесь вот такая вот ревность, как собственничество. Это моя подруга. Но она вас и любит, я вам так скажу. Она вас любит, но на что-то, да, вот именно злится на вас, что вы можете, например, еще с кем-то общаться, да, помимо нее, что у вас еще есть какие-то лучшие подруги или, в принципе, хорошие подруги, а она хочет быть для вас лучшей. Но здесь вот, я скажу, тут очень много к вам эмоций. Любит она вас, заботится о вас, даже вот как-то старается советом помочь. Знаете, вот ее советы, ну, они вам не... Вы по энергии сильнее. То есть ее советы для вас будут слабыми. Но это уже хорошо, да, что она вот как-то пытается быть положительной, помочь вам как-то. Но здесь вам советы не нужны. Вы слушать это не будете. Вот она вам будет толдычить, вы будете кивать головой, но вы сделаете все равно по-своему. Вот так вот. Так, в принципе, здесь ничего плохого со стороны данной дамы я не увидела. Здесь именно наоборот, да, вот она может говорить только единственное о том, что вы очень сильно такая упертая, как баран. Ну да. Что вы вот за своей целью идете, не видите препятствий, у вас огненная энергия, вы очень активны, вы в какой-то степени даже не видите, когда что-то делаете, не слышите. Вот так. Давайте еще посмотрим разговоры о вас за спиной. Кто и что о вас говорит. А вы знаете, здесь какой-то мужчина спрашивает о вас информацию у тарологов, у моих коллег, так скажем, или у людей ведущих. Здесь человек пытается докопаться вообще до чувств. Что же вы испытываете к нему? Он не понимает, он в чем-то запутан. Здесь такое чувство даже, да, складывается у человека, что он вам нравится. Он это чувствует, что он вам нравится. Но вы вот какая-то, знаете, как тень появилась и исчезла. Тайна. И здесь, что не задавай, какой вам вопрос наводящий, да, вот вы как-то или ускользаете, или не договариваете, или он вообще не может вспомнить. Но, по-моему, она мне ничего не говорила. И вот пытается докопаться до какой-то истины. Как будто бы вы в какой-то степени такая скрытная, таинственная, магическая тоже женщина. Но он спрашивает, занимается ли она магией. Да, здесь, возможно, есть такой интерес именно убедиться, ведьма вы или кто там, да, вот почему, да, меня к ней тянет. Здесь есть любовь, здесь есть чувство к вам. Здесь человек, как будто бы вот все больше и больше, да, влюбляюсь. Усиливается это именно чувств по отношению к вам. Человек здесь хочет все узнать, вплоть до, где вы работаете, сколько вы зарабатываете. Ну, например, да, так, ваше финансовое положение, ваши личные отношения, то есть как она ко мне относится. Да, может быть, даже человек вас как-то хорошо не знает до конца. Так, смотрим еще, что здесь.
Да, здесь разговоры именно идут с каким-то мастером у вас. Что конкретно, да, вот она может спрашивать, да, что вот ты знаешь о ней, да, вот частично даже, ну что. А он у нее спрашивает. Ну, тут вопросы на вопросы. Вопросы-ответы. Он здесь признается в любви. Вот он рассказывает этой женщине, как он сильно вас любит, да, или мужчине, неважно, да, здесь именно мастеру какому-то говорит о том, что он очень сильно вас любит. Меня к ней тянет как магнитом. Но почему? Почему? Может быть, она сделала приворот, приворожила меня? Она ему говорит, да, у вас к нему, вот как она говорит, есть чувство, но она хочет движения именно дел каких-то от вас. Да, вы хотите действий, дел, конкретики. Вот вам нужно вплоть до того, даже если он вам предложит жить вместе, ну а вы спросите, а какие гарантии ты мне даешь? Да, а вдруг ты завтра умрешь, а вдруг завтра что с тобой случится, или уйдешь к другой, или еще чего-то. Какие гарантии? Да, вот она видит то, что вам нужны какие-то гарантии. Ответственность, может быть, дела, действия, а не просто вот сюсю-мусю, да, вот это вот ты красивая, ты мне нравишься, ну что это слова, да, для вас это пустозвон. Вот она именно ему говорит о действиях, что ты должен что-то делать, чтобы вот добиться какого-то результата, да, или быть вместе. Разговор о вас. Тут еще, смотрите, этот мужчина еще о вас разговаривает с какими-то мужчинами. С одним пожилым и со вторым помоложе. Здесь может быть даже вот какие-то встречи в ресторанах, да, или вот за приемом пищи, или может посиделками какими-то. Здесь есть какой-то старшина или мужчина какой-то с опытом, который дает совет, вот как вас соблазнить или как все-таки вас, да, вот взять. Знаете, такой опытный, как будто бы у мужчины было много женщин, и поэтому он раздает здесь советы, сидит. А мужчина, который в вас влюблен, он прислушивается больше почему-то к молодому. Такое чувство даже складывается, что вот этот мужчина, который вот, да, опытный, как будто бы хвастается. Поэтому он как-то к молодому больше прислушивается. А молодой говорит, смотрите-ка, что да, женщины склонны манипулировать. Что, возможно, да, это какие-то манипуляции со стороны вас. То есть вы как будто бы манипулируете, играете какую-то игру. Здесь вы, кстати, на уровень... Знаете, что еще тут говорит молодой мужчина ему? Что она-то намного уровней выше тебя. Ты-то куда? Куда ты лезешь, да? Вот ты же ее не потянешь. Да, она тебя отшвырнет, пошлет там и так далее. Куда ты лезешь? По уровню она выше, богаче, круче. Ну, здесь, смотрите, здесь о вас говорят, что конкретно, что вы такая женщина, которая может иметь что-то лучшее в жизни. Да, вот он может говорить, что она может лучше мужика, нежели ты иметь. Или ты не дотягиваешь до нее, она какого-то определенного высокого уровня, она, может быть, стремится тоже к более успешному. То есть, что еще говорит? А здесь какая-то пара именно обсуждает какие-то ваши отношения, что вы в чем-то глупы. Здесь женщина жалуется или рассказывает своему мужчине о вас, о том, что вы какая-то глупая, наивная, в этой жизни ничего не знаете. Да, тем самым она пытается себя возвысить на фоне вас, да, что я-то разбираюсь, а вот она нет. И при том, знаете,
она не говорит, не заявляет конкретно так, да, она вот именно такими действиями, оскверняя вас или понижая вам самооценку при этом человеке, да, вот пытается как-то за счет этого возвыситься. И здесь, возможно, даже, вот знаете, как-то обсуждает вас с каким-то мужчиной. То есть она со своим мужчиной обсуждает вас с каким-то мужчиной, да, что вы вот какая-то глупая, а вот какой-то мужчина, который с вами, да, намного умнее, намного продвинутее. Ну, что вы не умеете воспитывать детей, или что вы недобросовестная мама. Здесь какие-то, знаете, такие колкие слова в ваш адрес, там, обзывательского характера. Ну, то, что вы какая-то... Знаете, что вы вовремя чего-то там детям не сделаете, не приготовите, не убираетесь, да, вот какая-то вы как хозяйка, может быть, плохая. За счет этого она показывает себя, что она хозяйка, вот посмотри. Такое чувство, как будто бы женщина пытается в чьих-то глазах очиститься или же возвыситься, да, при том, вот, знаете, как-то очерняя кого-то. Вот так это идет. А кто она такая? Кто она такая? Но она считает себя очень справедливой судьей. Она постоянно оценивает всех, судит, показывает пальцем, возможно, даже сплетничает, перемывает всем кости. Возможно, это дома, в домашней атмосфере, это прям классика. С кем-то по телефону, может быть, созвониться, да, кому-то кости перемыть, обсудить. Знаете, а вот она считает, что она очень сильно поменялась. Она стала в чем-то умнее. И считает, что она указ или она влезет в чью-то жизнь, дает какие-то советы, притом она сама чего-то не понимает в этой жизни. Здесь показывают ее в роли пажа. Внешне она может быть даже и старше. Внешне она вот именно проецирует себя как мудрая женщина или справедливая такая, решительная, конкретная, да, вот такая. Но на самом деле взять ее, если внутреннюю суть, то там вот каким-то гнильцом попахивает. Очень много здесь лицемерия, лжи какой-то, несправедливости по отношению к другим людям. Я бы даже сказала, это вот очередная, так скажем, сплетница, да, вот, которая пытается за счет вас как-то выехать. Вот так вот там. Вот такой вот был на сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.